Спорт без ограничений – лозунг не только специальной олимпиады. И в обычной жизни обычных людей спорт порой становится символом безграничных возможностей, даже если они сами в этом спорте и не участвуют. Иногда для этого достаточно просто болеть за любимую команду. Самой преданной поклоннице хоккейной команды «Ак Барс» на днях исполнилось 103 года. Вы не поверите. Хадича Шайдуллина уже 67 лет не пропускает ни одного матча хоккейного клуба. И для этого ей даже не приходится посещать спортивную арену. Верная поклонница наблюдает за любимой командой по телевизору, смотрит наш канал, радуется победам и огорчается поражением. В гости к самому дорогому фанату отправился Данис Зарипов. Хадиче Шайдуллиной он подарил памятный именной свитер команды с номером 103. О преданности и любви длиною в несколько поколений. Наш репортаж. Спасибо вам, что вы на протяжении всей жизни смотрели и поддерживали нашу команду. Знаете, вот стали чемпионами. Спасибо, спасибо. Передам ребятам сейчас. Будем стараться. Теперь не сдержать обещания не получится. Подвести самую верную поклонницу все равно, что предать команду. За 60 и более лет теперь и она часть этой команды. 103 года, Шайдуллина. Твой персональный номер. Персональный номер 103, но в сердце команды она теперь всегда номер 1. Свой день рождения она встречает в окружении детей, внуков и правнуков. Вокруг нее с детства было много людей. Помогала ставить на ноги братьев, сестер и даже соседских детей в трудные военные годы. Поэтому всегда не хватало чего-то своего, личного, неприкасаемого. Раньше могла смотреть игры хоть до поздней ночи. Не пропускаю ни одного матча. Каждый жду с нетерпением. Очень приятно слышать и вообще знать, что в таком возрасте люди продолжают переживать и поддерживать нашу команду, ну, в том числе и меня. Это очень приятно, дорого стоит и мотивирует. И посмотрев, и познакомившись сегодня с Даваникой, прям хочется продолжать и продолжать. Теплый визит капитана Ак Барса у себя в соцсетях отметил и Рустам Минниханов. Порадовали Хадичу Салаховну. Свои 103 года активно болеет за Ак Барс. Зарипов молодец, что навестил. Хадича Апа работала счетоводом и в то сложное время имела 7 классов образования. Поэтому, когда на селе спросили «считать умеешь?», она кивнула и стала счетоводом. А потом была монтером на железной дороге, куда тянет до сих пор. Я помню в детстве, как эти женщины шли гурьбой, на себе тащат кувалды, молотки и прочее, и хохочут. Мне всегда это вот, потом уже я с задним умом понимал, что как это так, вот такой тяжелый труд, нечеловеческий, что называется, север все-таки же. А потом мама всегда рассказывала, говорит, как вот выходной, например, да, у нас мы жили на 4-м этаже, и она все время, говорит, смотрела на железную дорогу и думала, тянет на работу. Вот такое поколение. Воспитала 5 детей, 10 внуков и 15 правнуков. В советские годы она стала матерью-героиней. Это высшее звание. Теперь прививает любовь к хоккею уже через поколение. Да никто и не сопротивляется. Напротив, возвращают тем же. В молодости, уже и взрослая, я всегда приезжала к ней. Моя мама старшая дочка же, получается, Хадича Абина. Вот. Если я к маме приезжаю со своими детьми, мы ходим к ней. Она нас всегда приветливо встречает. Большинство в их семье долгожителей, но Хадича Апа пока бьет все рекорды. И надеется на такие же показатели у Ак Барса. Секретом долголетия не делится, говорит, все рецепты просты, как сама жизнь. Любить и не забывать мечтать. Хоккей моя душа. Диляра Юсупова, 7 дней.